Эфир телеканала «Якутия-24» продолжают детские новости. В студии Сандара Неустроева и Никита Павлов. Здравствуйте. Сегодня 1 декабря, а это значит, что приближается самый любимый наш праздник Новый год. Никита, за что ты любишь этот праздник? Конечно же, за мандарины, сюрпризы и подарки. А какие подарки ждут жителей Якутска, знает наша коллега Катя Янушевская. Давай посмотрим. Давай. Зима начинается с Якутии. И уже сегодня вечером наша красавица засверкает огнями. Не пропустите! А это значит, что праздник Новый год уже совсем близко. Люди вовсю уже начинают готовиться к любимому празднику. Но самое приятное – это, конечно же, подарки. Сейчас и узнаем, какие подарки ждут ребята на Новый год. Привет! А что бы ты хотел на Новый год? Так как я занимаюсь вольной борьбой, и я очень искренне хочу себе борцовки Рудиса. Очень интересно. Спасибо. Здравствуйте. А что бы вы хотели на Новый год? Здравствуйте. Наверное, это был бы новый брелок на ключе. Очень интересно. А что бы вы хотели своим близким, например, подарить? Ну, маме, наверное, какую-нибудь подвеску красивую очень. Спасибо большое. Я бы хотела получить игрушку Стича большого и все, наверное. А вы что бы хотели получить на Новый год? Ну, я бы хотела сдать экзамены лучше, чем подарки. Но так, если честно, то я бы хотела такой бокс сладкий с мармеладами. Мармеладочек хочу. Все. Желаю в новом году счастья, любви, денег. Хорошо, очень приятно, спасибо. С наступающим Новым годом вас. Спасибо. Здравствуйте. Что бы вы хотели получить в подарок на Новый год? Ну, думаю, что как там хорошие оценки. Хорошо. А что бы вы хотели подарить родным? Любовь и счастье. Я хочу получить самое хорошее здоровье получить. Да? Здоровье и хорошее настроение. Малышам надо подарки подарить, а не нам. С Новым годом! С новым Спасибо, счастьем. вас тоже. Спасибо. С наступающим. Никита, ты уже написал письмо Деду Морозу? Еще нет, но я в процессе. Пора, Никита, пора. Тем более, что повелитель холода Чисхан уже это сделал, напомнив о том, что мы, дети, готовы к новогоднему волшебству. Вот и наша коллега Тамара Степанян тоже отправила свое письмо с желанием. Здорово, давайте посмотрим. В честь фестиваля «Зима начинается с Якутии» Челысхан решил отправить открытку Деду Морозу. Кстати, 1 декабря любые желающие могут отправить открытку Челысхану и Деду Морозу бесплатно. И я тоже решила отправить своему Дедушке Морозу чуть-чуть пораньше. Вместе с Чисханом и якутская Снегурочка Харчана отправила новогоднюю открытку Деду Морозу «Великий Устюг». На главной почте города установили специальные почтовые ящики, через которые жители и гости Якутска могут отправить новогодние открытки своим родным и близким бесплатно. А стартовала эта акция сегодня, 1 декабря, и продлится до Нового года. Чтобы отправить открытку, нужно подойти в центральное почтовое отделение на Дзержинского, 4 и заполнить ее, и наклеить марку. Только что отправил новогоднее поздравление Великий Устюг Деду Морозу и пожелал всем жителям России крепкого, как якутский алмаз, здоровья, счастья, добра. А знаете, дети, все, кто захочет, взрослые тоже, могут взять такую открыточку и отправить любому поздравление с наступающим Новым годом. Ведь приятно же получать в канун Нового года поздравления. Удачи вам, здоровья, берегите друг друга. Пусть придут в году грядущем и удача, и успех. Пусть он будет самым лучшим, самым радостным для всех. Харглах хангаджилынан, санга джолунан. И мы поздравляем Чисхана и Харчану с наступающим Новым годом. Кстати, Сандара, ты была в эти дни на площади Орджоникидзе? Конечно, Никита, там такая красота. Всегда хожу туда полюбоваться снежными и ледовыми фигурами. Я как раз об этом.
Сегодня подвели итоги международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Мероприятие на международном уровне проводят с 2016 года, и с тех пор конкурс стал одним из самых ожидаемых новогодних событий. Ну а конкурсную неделю открывал Блиц-турнир, прошедший на площади Орджоникидзе. В нем победителем стала команда из Монголии. Приз за второе место завоевала команда Якутии из Нюрбинского улуса, а на третьем месте – команда из Китайской Народной Республики. А как готовились участники, знает Кирилл Андреев и готов нам рассказать. Впервые турнир провели в 2016 году, и с тех пор он стал одним из главных событий зимнего фестиваля «Зима начинается с Якутии». На протяжении недели жители и гости столицы могут увидеть, как талантливые мастера будут вырезать ледяные и снежные шедевры на ее площадях, тем самым создавая невероятно захватывающую атмосферу праздника. Блиц-турнир – традиционное вступительное испытание. В этом году его темой стало 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Оценивали работы по выразительности раскрытия темы, технике и мастерству обработки материала, а также по степени завершенности произведения. Международный конкурс проходил несколько этапов в течение недели. Для участия в конкурсе собрались гости из разных городов. Якутию в нем представляли 15 команд. Мы к этому конкурсу готовились за месяц, делали эскизы, утверждали друг с другом, с моей напарницей думали, решали, как мы это будем поднимать, такие большие булки, резать их. Всего же в конкурсе участвовали 20 команд. Среди них талантливые скульпторы из Монголии и Китая, а также из разных регионов России – Хабаровского и Приморского края. Мне очень понравилось работать со льдом, возможности безграничны, разные мастера, работа с разными мастерами со всего мира. Это очень интересный процесс, и я его сравниваю с таким огромным ледяным пузырем, который начинает дуться в начале зимы. В общем, всегда во время конкурсов потрясающая энергетика. Потрясающие люди обмениваются опытом, и каждый мастер силен в своем. И с каждым годом, с каждым конкурсом становлюсь сильнее и сильнее. Мне нравится этот вид деятельности. По итогам конкурса призеров наградили памятными дипломами и денежными призами. Ну а красивые ледовые и снежные скульптуры на площади Орджоникидзе простоят до марта включительно. Кирилл Андреев, Станислав Потапов, Владимир Павлов, Якутск. Никита, Новый год, праздники, подарки – это, конечно, здорово, но нам нужно смотреть в будущее. Вот ты определился со своей будущей профессией? Еще нет, но точно знаю, что буду работать в креативной индустрии. Это сейчас очень востребовано. Это действительно так. К примеру, создание мультфильмов. Интересная же профессия. Конечно. Кстати, не так давно у нас в Якутии появились свои якутские мультфильмы. Это очень важно для сохранения родного языка и традиционной культуры. Так считает Анатолий Афанасьев. Его первый мультипликационный фильм был создан в 2021 году из пластилина. Это был пробный материал и без определенной тематики. Вторая работа уже посвящалась 60-летию выхода человека в космос. А сюжет третьего мультфильма основан на героическом эпосе Олонхо. Эти работы стали победителями 2 конкурсов, а с прошлого года мультипликатор тесно сотрудничает с НВК «Саха». Уже в этом месяце автор передаст еще одну новую работу нашему детскому телеканалу «Толку». Этот мультфильм мы рисуем на программе МОХА по технике костевой анимации. Так как сценаристов по республике мало, а сценарии все мы пишем сами. Над музыкой работает Дарья Христофорова, моя знакомая. В качестве актеров озвучки мы привлекаем своих знакомых, родственников, и записываем их у себя в домашней студии. Как же это здорово, вот так создавать мультфильмы. Кстати, также снимать фото-видеоролики и даже мультики можно уже с раннего возраста. Вот и якутские школьники теперь покоряют креативные индустрии, а учатся они этому в инновационной школе. Сейчас там обучаются более 150 учеников в сфере фото и видео. Подробнее о том, какие таланты обучают в школе, расскажет наша коллега Аня Попова. Уже второй год художественное училище готовит детей по программе креативных индустрий. Это дизайн, анимация, фото и видеомонтаж.
Здесь дети учатся в 2 смены. Занятия идут 3 раза в неделю. Закончив курс обучения, у его слушателей формируется свое собственное цифровое портфолио. В инновационной школе, работающей на базе Якутского художественного училища, дети в возрасте от 12 до 17 лет с головой погрузились в мир дизайна, 3D-моделирования, анимации и интерактивных технологий виртуальной и дополнительной реальности. Хочу, в общем, тут себя найти. Тоже, в общем, тоже видео снимаю, решил тут учиться, чтобы нормально монтировать там. Ну, тут нам помогают монтировать, а так дома монтирую на телефоне. Например, видео люблю снимать, например, как рисую. Но пока еще штатив не взял. Программа настолько увлекательна, что многие ученики не только совершенствуют свои навыки, но и начинают зарабатывать деньги, предоставляя свои услуги в сфере видеомонтажа и дизайна. В жизни мне, наверное, скорее всего, больше пригодилось фото-видеомонтаж, потому что я на своем телефоне обычно монтирую одноклассников видео на заказ, так скажем. И когда я начала ходить на фото-видеомонтаж сюда, в эту школу, то у меня, наверное, больше появилось опыта, и поэтому у меня видео начали стать лучше, и мне платят больше денег, честно говоря. Это как мой маленький бизнес, можно сказать. Программа обучения включает в себя не только практические занятия, но и развитие творческого мышления. На первом курсе все ученики проходят общую программу, а на втором они могут выбрать направление, в котором они будут создавать свой итоговый проект. А это позволяет максимально раскрыть индивидуальные таланты каждого ребенка. На втором курсе еще подключаем занятия по драматургии и по проектному творчеству, проектной деятельности. То есть дети выбирают уже направление, которое им более интересно, и создают свой общий проект. То есть это может быть или анимационный какой-то фильм, мультик, или вот одна группа у нас делает, например, карту города Якутска с достопримечательностями. В результате обучения каждый ученик получает не только бесценный опыт, но и цифровое портфолио, а также сертификат государственного образца, который поможет им поступить в высшие и средние профессиональные учебные заведения. Школа креативных индустрий в Якутске не только готовит детей-специалистов будущего, но и помогает ребятам реализовать свои таланты, а в будущем построить успешную карьеру. Анна Попова, Ниргун Старостин, Якутск. Эти темы показались нам самыми заметными и интересными. Желаем телезрителям отличного выходного. До встречи в эфире.